конце только приехал, и то нужно было срочно уехать, я уехал. Здесь персональные данные собственноручно заполняли? Конечно. Вот там вы не заполнили, да, нумерация должна была пройти. Значит, вы не заполняли. Можно почитать списки партий? Реформа партиясын. Уполномоченный. Кыргызстан партиясынан кандидат списогин билет, бирок азыр сиздерге Өзүңүздү тааныштырып жардамчысы болот. Бул жакта Азыр биз башка нерсе маселе менен жолугуп турабыз. Полномочия де ваш полномочия. Вот эми туура сурайбыз. Ал полномочия өзү суранып жооп берет. Өзү келип жооп берсин. Уйдем в какой-то другой неправильный диалог. Давайте так. Я буду модерировать наше собрание, да? У нас было требование группы журналистов и активистов по показу видеозаписи камеры. Сейчас наши техники ее переводят в формат, который нам позволит на экране вам показать. Нет, а там же есть журнал регистрации тоже же есть. Давайте журнал регистрации посмотрим. Журнал регистрации. Сейчас рабочая группа принесет все документы, да. Просто мы нетерпеливы были. У меня, конечно, связь редкая, но я просто подумала, что почему люди должны ломиться. Мы готовы вас здесь принять и все расскажем. Нет, вы знаете, мы с 8 часов стоим. Я, например, лично с 8 часов стою. Я с 8 часов стою, к нам никто не вышел. Председатель рабочей группы не вышел. Ну, возмущение же тоже есть предел, правильно? Председатель рабочей группы в отъезде. Я просто тоже приехала. Как в отъезде? Кайрат Усмонов сказал, что он ушел на ужин. Мы стояли, ждали его с ужина. Кайрат Усмонов прям так и сказал. Председатель рабочей группы является руководителем мобильной группы, которая проводит встречи с нашими мигрантами за рубежом. Нет, сказали председатель рабочей группы Бигматов. Нет, он не председатель рабочей группы. А как тогда? Без председателя как документы можете принимать? Без председателя как документы можно принимать? Нет, у нас есть большая рабочая группа, она принимает документы. Ну вот тогда кто принимал сегодня, тот вышел бы. Нам за 4 часа не будет. А это видно, я просто маски не вижу. Здравствуйте. Партия Реформа Нурбаев. Члены ЦИК Гульнара Джурабаева являются членом ЦИК? Да. У нас есть информация о том, что они не получили документы и сопроводительные документы. Также от Рахматова. Как это можете объяснить? Я не знаю. Я не знаю, почему они должны были получать документы. У нас просто документы получает рабочая группа. Они не являются членами рабочей группы? Они не являются членами группы. Не члены ЦИК, только рабочая группа. Нет, члены рабочей группы тоже говорят, что они не могли увидеть. А кто, например? Члены рабочей группы, те, кто не в ответе, они все здесь. А кто входит в рабочую группу? В рабочую группу входят Адыров, Усман Алиев, Бигматов, Эшимов, руководитель рабочей группы. И несколько сотрудников и юристов входят. Рабочая группа готова здесь дать комментарии? Если есть рабочая группа, просим ваших комментариев. Кечиресиз, журналды азыр алып келердин эмнеси болуп болот. Видео даяр болгуча балким журналды көрүп коюп, анан видеону көтөрүп кетет. Давайте все вместе посмотрим. Эмне тоскоолдук болот дейм, мисалы азыр жөн эле отурабыз да. Просто вы сказали вот это и вот это. Да. Я сказала, все комплекты принесите. Урматтуу кандидаттар, урматтуу журналисттер, бул жерде биз жана келип Шайхабековага 3 талап койгонбуз. Ошол 3 талаптын эки талаптын видеосун көрсөтүп бергиле дегенбиз. Биз бүгүн көрмөйүнчө кетпейбиз дегенбиз. Ошол видеону азыр даяр болуп атат дешип атат. Ошол видеону баардыгыбыз толук көрүп коелу. Экинчиси, вот жанагы журнал боюнча сураганбыз. Ошо журналды дагы бизге көрсөтүп коюңуздар, анткени ал жерде дагы кеч келген боюнча маалыматтар бар да. Анан бuyakta да журналисттер көп келип топтолуп, 3-чү талап бул болуп атат. Кыргызстан саясий партиясынын списогун көрсөтүп коюңуздар. Бизге канча Кыргызстан саясий партиясынын кандидаттары катталды и все точка. Можно зачитать фамилии. Бизде азыр кызыктырган ушул гана 3 нерсе болуп турат. Ушул 3 нерсеге
бизге жооп берип Нет, там коюңуздар. Кыргызстан партиясы емес, Мекенин партиясы да бар. Мекенин партиясы тоже кече регистрация болуп жатышкан. Жоқ, мекенчиде. Нет, коллеги, давайте так, что много партий пришли попозже, правильно? Вы же видели, мы здесь вынуждены были на 4 группы разделить нашу рабочую группу и принимать по 4 каналам. Вот здесь я скажу, ОРДО была одна из последних, социал-демократы, Берендик, да? Республика, Берендик, еще какая-то партия там была, да? Потому что были риски, что кто-то не будет успевать. Но поэтому члены рабочей группы приняли решение разделиться по отбою, принимать сразу несколько документов. Поэтому я думаю, что, коллеги, знаете, здесь не надо ажиотаж. Вот когда президентские выборы были, да, мы же тоже просто всем дали возможность даже зайти внутрь помещения, а прием документов длился до 3 часов 30 минут. Причем мы всех общественников тоже завели, сказали, можете сами контролировать. По идее, они успели зайти до 12. То, что они там, многие, в том числе ваши коллеги, там, в коридоре сдавали документы, кто-то дополнял, кто-то дописывал. Что, мы должны исключить это из выборного процесса? Нет, конечно. Я считаю, что вот цель реформы была, чтобы всех довести до выборов, и чтобы в день голосования реально наши избиратели сами определили, кого они выбирают. А зачем тогда 6 часов время такое установили? Чтобы был порядок. Ну, значит, это Надо брать наружу же, правильно? Извините, можете прокомментировать видео, которое сейчас распространяется в соцсетях, да? О том, что представители какой-то партии в 7 часов были вот у входа. В 18:00 двери ЦК должны были быть закрыты или нет? Я не могу прокомментировать, потому что в 18 часов и двери были закрыты, да, и кто стоял за дверью, она у нас... А там дверь открыта была на видео. В Нет. 19:02. Нет, я не могу сказать. И занесли там список документов. Ну, если так... Saat bildiğin ciddi şey. Bildiğin saat ciddi şey. Общественные нормаларына ссылка алатсыз, нормаларына ссылка алсаңыз, демек в любом случае кандай кемчилиги болгон күндө деле кеткенге чейин убактысы бар, демек алар алып келгенден кийин бүтөт болсоңуз. Если не... Это одинаковое правило для всех партий. Если у кого-то не хватает каких-то документов, они могут получить уведомление в течение 24 часов с момента получения документов, сдачи документов в Центр Сбербанк. И они имеют 2 суток, 48 часов для того, чтобы исправить все недостатки. Более того, 8-я часть, 3-й абзац 7-й части статьи 61 тоже гласит о том, что в случае, если какие-то документы не были сданы, но сданы до окончания срока регистрации, то есть даже до 4 сентября, то Центр избирком обязан, прям так и написано, обязан зарегистрировать кандидата или список кандидатов. Это для чего делалось? Для того, чтобы защитить право кандидатов и партий на участие в выборах. Чтобы не было административных решений каких-то. Да, с этим никто не спорит, с этим мы полностью, и каждая партия с этим согласна. Вопрос Просто, в другом, да, если... Постоянно это спрашивают, я поэтому поясняю. Да, просто тут вопрос в чем? Люди пришли после 18:00, да, и сдали вообще основные документы. Давайте посмотрим сейчас, я тоже хочу посмотреть. Если вот после 18:00 сдали, Какие следующие шаги? Если основные документы были сданы, и вот сам список кандидатов был сдан после 18:00, по закону какие меры? Да. Решение принимает Центральная избирательная комиссия. А мы заложили. Решение принимает Центральная избирательная комиссия, такая реальная. Нет, мы Давайте так, зачем мы будем гадать, если мы ждем запись? Вообще по закону после 18:00, если основные документы сдаются, что происходит? Вот вы как председатель Центральной избирательной комиссии.
То есть, если... Норма существует для того, чтобы их исполнять, да? Так. Но если там речь идет о некомплектности, например, документы были сданы на некомплектность, действует норма конституционного закона. А что, какой документ должен быть обязательно сдан? Вот, то есть он же основные документы должны быть. Достор, мындай да, биз азыр өзүбүзгө мындай жеңилдетүү нерселерди издеп атабыз да. Документ берилдиби, толук берилген жокпу деп эле карашыбыз керек да. Азыр кошумча документтер, башка негизи 18:00 бул жабылды, бул документтер кабыл алынды, болду, андан кийин кошумча документ берилет, берилбейт деген сөз козголбош керек. Мыйзамда турат 18:00 чейин деди. Демек 18:00 кийин эч кандай документ алынып эшик ачылбаш керек да. Мыйзам боюнча ошон үчүн биз бир эле нерсени талап кылышыбыз керек. Кандай кошумча эмеспи деген сөз болбош керек. Документ демек берилген жокпу, 18:00 кийин сиздер кабыл алдыңарбы? Демек Кыргызстан партиясы шайлоодон четтетилиш керек. Бул бир. Экинчи, сиздер ушундай документти 18:00 эгер алсаңыздар, анда силер дагы ошол мыйзам чегинде жазаңарды алышыңар керек. Себеби бул мыйзам баарына бирдей иштеш керек. Мисалы мен эч кандай бир дагы саясий партиянын мүчөсү эмесмин, бирок жарандык активист катары биз эл баардыгыбыз ушуну көзөмөлдөп талап коюшубуз керек. Себеп дегенде документти жанагы биз жеңилдиктерди издебейли. Анан жазаны Кыргызстан партиясы эле эмес, БШКга баштан баштап биз мыйзамдуулукту сактоосун биз көзөмөлдөшүбүз керек. Бул абдан маанилүү. Эгер ушул бүгүнкү кылып аткан нерсебизден жаза тайса, анда эртең шайлоодо билесиңер, башка партиялар дагы мындай жолдорго бара берет. Ошон үчүн азыртынан башташыбыз керек. Урматтуу достор, урматтуу кандидаттар, урматтуу журналисттер, урматтуу активисттер, келгиле бүгүндөн баштап ушул мыйзамдуу шайлоо болушу үчүн баардыгыбыз көзөмөлдөгөн. Талап коелу. Баардыгыбыз бирге туралы. Сиз дагы ушул мыйзамдуулукка жардам бериңиз. Себеп дегенде биз ал дүйнөдө болуп аткан процесстерди көрүп атабыз. Керек болсо мына бизде дагы эксперттер айтып атат. Бул Белоруссиянын жолу